Вот великодержавие. Я не могу вспомнить, но я вроде бы читал, что вот ам, киданьские администрирование Монголии, они, собственно, для них это западный фланг был всего лишь. Ну да, Монголия. крыло это. Они поделили его на 6 частей. И есть работа, которая говорит, вот не могу сейчас вспомнить, товарищи, может быть, напомните, кто читал. Значит, что она совпадает как-то с границами багов. То есть, возможно, это бывшие границы багов так называемого киргизского каганата. То есть все-таки административные Да, были. то есть, если мы знаем административную Единицы. систему киданий, то мы можем узнать, как она была администрирована при киргизах. Если Да, это 6 да. багов, то, ну, в принципе, у нас нормально, у нас багами делились. Вот, значит, администрирование какое-то было. По поводу великодержавия, ну, эти походы на запад, походы на территории Кыргызстана нынешнего, вплоть до там Восточного Тяньшаня, да. и то, что персы и арабы говорят о том, что они обслуживали какую-то часть Великого Шелкового пути, путь от Тагузагузов, да, они говорят уйгуров, к, вот, собственно, к Орлукам или к оазисам Средней Азии. Да, Турфана. Ну и у нас можно посмотреть городище Пермской области, которое было найдено. Это как оно там называется, Сурское? Ну, на Суре там, да. Да, то есть когда как бы город, он такой пограничный. Как раз есть публикации в русской, по-моему, тюркологике Игоря Ильича Козласова. Ну, можно его посмотреть, у него он трактует там, что там это 200 древних хакасов погибли, спасая Киевскую Русь. Вот. А с другой стороны, там есть работы пермских археологов, которые видят, что в городе есть находки. То есть там сидели люди этой культуры, аскизской так называемой культуры, они почему-то аскизов считают с выходцами с Алтая, но это уже русская археология. Это вопрос знания географии. Нет, это совсем другая археология, там, поэтому за Урале мы пока не знаем. Вот, они говорят, что там вот были литейные кузнечные мастерские, то есть чуваки там что-то там подковывали периодически себя. Отмечается, что они очень крупные по сравнению. Но, видите, для нас это уникальный памятник, потому что на секунду напомню, что енисейские киргизы себя сжигали. Да, да. А тут 200 костяков во рву. Вот если, вот надо молиться, чтобы их сохранили. Провели анализ, потом зашел бы кто-то, взял бы пробы, и, наконец, мы бы узнали. И как енисейские киргизы соотносятся и с хакасами, и с тяньшанскими киргизами. И многие вопросы были закрыты. Да. Поэтому, уважаемые пока здесь как было пермские археологи, вот, держите, у вас ключ к разгадке. Вот, но я все-таки считаю, что если бы это были завоеватели из числа монголов, монголы победили, как мы знаем в этой кампании. Поэтому, если бы там хоть кто-то бы остался, ну там уйгур или киргиз, он бы, наверное, их сжег и, наверное, похоронил бы по-своему. Если их так свалили в ров, то это были действительно защитники. То есть они там сидели, видимо, может быть, несколько столетий выполняли роль этого, вот, бдили за караванами, немножко сживали с местным населением, потому что там такие подробности, что у них там, они восхищаются, что у них такие перстни, ну, такие большие пальцы. Я это рассказал этому Мураду Аджи, покойному ныне. А он это интерпретировал так, что тихо. Я говорю, а что такое? А с нами женщина была? И он сказал, да, сексуальная культура была очень развита. Фу, сексуальная культура. Ехали в минусин в машине. Вот как-то вот толстые перстни и это рост очень высокий. Ну, я не знаю, конечно, человек кушает... По сравнению с пермяками, что ж там? Нет, если человек кушает мясо, то, конечно, он там... то он несколько крупнее там может быть, да. Значит, вот, товарищи, вот до Перми, до Урала доходили. Я поэтому бы все-таки это считал, что термин «барта льда», он удачный. Был период воспринимаемый и источниками, они же пишут довольно-таки восторженно, что был период взлета. Но для меня очень ценно, что вот традиционная судьба кочевой империи, да, вот маленькое княжество, платящее дань. Ну да. Потом это какой-то мятежный удел, да? И потом быстро расширяющаяся степная империя. Бум, и от нее
это, конечно, все только успевают записать, и она и бух, ну, нету ее. Ну, кроме Монгольской империи, она удачно легла на письменные источники, и все такие, Монгол. Ну, время как бы да. было такое, да. Так вот, поэтому описано. киргизы как бы все то же самое повторили. Маленькое такое эльтеберство, такое посылает дань, эльтебер ходит, эльтебер пинающий народ, получается. Пинает народ, он платит дань. Система рабочая схема, я бы сказал. Потом какой-то такой удел, который уже так сидит там, бег, да, там сидит, то приносит, то не приносит дань, ну, за него можно выдать замуж сестру, потому что у тебя... Признаки автономного учреждения. Да, у тебя у самого все трясется, поэтому лучше тебе вот зятем его сделать, чтобы он был... И потом каганат и во все стороны. Вот киргизы разлетелись во все стороны, удивительно, довольно маленький все-таки. Конечно. Сибирский этнос. Маленький, предельно маленький. Вот. И вдруг он там создал такую ситуацию, что он везде обозначился, оставил свое этническое имя, попереписывался с китайским императором. Пообменивался посольствами, их там с десяток, да. наверное, было там. Принцессу, значит, то поймал, то не поймал уйгурскую. Ну, там уйгуры, видите, они более привычны к принцессам, они знают, как их, на каких перевалах их ловить. Эти киргизы вообще там первый раз, я не знаю, как они, зачем бы, какой был смысл искать, может быть, новую надо было попросить. Вот, поэтому, друзья, ну, для меня вот кажется, что они вот этот весь путь повторили, но они все-таки вовремя опомнились или ну, не было возможности. Они на это не положили жизнь. Они решили остаться, они сохранились у себя дома. И в виде реликта мы их видим уже, когда русские люди появляются на Енисее. Ну да. А там такая орда, 2000 человек бронированных, который говорит, вы знаете, лыжный ход нам не в обычай. Может быть, как-то порешаем вопрос. Мы очень уважаем великого западного государя. Белого царя. Да.